Первая победа была очень случайна для нас, то есть мы даже не ставили, мы целый сезон шли, то есть, мы не последние были, мы были так в середине. Да. И получилось так, что мы более стабильное выступление сделали в финале и из-за этого выиграли. Сёння Евгений Александр, пераможцы Брэсцкай універсітэцкай лігі клуба вясёлых і знаходлівых, чэмпіёны абласной, а зараз фіналісты мінскай прэм'ер-лігі. Акрамя іх туды прыйшлі яшчэ 3 каманды. А пачынаўся гэты шлях яшчэ з факультэцкага КВЗ і зусім іншага составу. Команда распалась, и мы перестали играть в университете, хотели пойти куда-то дальше, но не успели на тот сезон подать заявку в областную лигу, поэтому целый год у нас был такого академического отпуска. Мы просто писали шутки, просто готовились. Першапачаткова, рассказывают удзельники, было вельми складана выходить на сцену. С опытом все-таки пришло то, что вот сцены нечего бояться на самом деле. Когда ты боишься, тебя очень видно со сцены, что ты какие-то сжимы у тебя идут, стесняешься. Да. А сейчас ты, наоборот, ждешь выхода на сцену, потому что тебе нужна отдача от зрителя. Ты ждешь аплодисментов, каких-то там выкриков «Вау, круто!» и так далее, и тебя это подпитывает. До речі, у першую гульню обласной лігі команда заявила себе под іншай назвай. У «Золоты век» переименовалися пасля. Мы не будем об этом говорить. Вы не будете говорить? Не надо, чтобы... Название было не очень удачное, скажем так. Оно было слишком длинное, и концепция нашей игры, нашей команды, она не вживалась. Искали что-то более литературное, что может нам подходить. И вот случайно, вообще, когда мы перебирали, допустим, какие-то произведения каких-то писателей и так далее, просто всплыло вот «Золотой век» термин. И вот такие, а почему бы не взять? Зараз «Золоты век» 4 чалавекі, акрамя Евгения Александра, гукарэжысёр Максим Байдоўскі і аўтар іх шматлікіх жартаў Андрей Краеўскі. 4 чалавекі для каманды мала, аднак знайсці кагосьці яшчэ вельмі складана, гавораць Жэня і Саша. Мала хто ўліваецца ў іх палітру, але дзверы для новых людзей заўсёды адчынены. Хутка ў каманды фінал у мінскай прэм'ер-лізе. Надзеі толькі на лепшае, на перамогу. Яшчэ ў планах на бліжэйшую будучыню маладых жартаўнікоў паехаць на ўкраінскі фестываль. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».